Всем привет, вы на канале Вася Пешеход. Мы на футбольном турнире среди команд и выпускников Дюшор 5. И, конечно же, сегодня встречается наибольшее количество команд, их 16. Тут будут возраста от молодости и дерзости вплоть до old school, старых школ. Конечно же, все выпускники Дюшор 5 на Брестском манеже покажут весь честный футбол. Надеемся, он будет без травм и больших каких-либо потерь для команд. Но и, конечно же, мы здесь за эмоциями, за футбольными эмоциями, которые сейчас будут проходить в период межсезонья большого футбола. Так что погнали! Меня Александр Демешко, я думаю, все знают, кто смотрит Васин канал. Попал в футбол я в 6 лет, завел меня здесь Сергеев Евгений, мы учились в одном классе, с первого класса он меня привел, понравилось первому тренеру Валерию Викторовичу Панасюку. Ну, так мы и 86-м плюс 85-м годом начали заниматься футболом нашей СДЮШ. Итак, у нас сейчас это первое поле, где первый матч проводят года 90-е против 2003-го. То есть молодость против олдскула небольшого. И сравнивают. Как сложилась твоя вообще футбольная карьера? И на каком уровне максимально получилось поработать? И, соответственно, если играешь ли сейчас, то где? Если нет, то как в дальнейшем? Нигде не играю. Я мучаюсь, да, мучаю вот этого человека, мучил, по крайней мере. Ну, играл в Динамо Бресте, грубо так сказать, можно сказать. Мучил, пускай так будет, Динамо Брест. Нынче являюсь тренером футбольного клуба «Рух». Ну, карьера прошла, ты знаешь, в большей степени в Бресте. С Динамо Брест. Я понял. Сравнивал счет, и на табло 1-1. Футбол продолжается среди 90-го года и 2003-го. Итак, пока что молодежь вырывается вперед. После второго забитого мяча с пенальти 2001 год вырывается. И мы отправляемся на третье поле, где встречаются команды. Так, поле 3. 98-й, 85-й год. Нет, 98-й против 85-го, 86-го. Конечно же, у нас идет третье поле. Играет 98-й год против 85-го, 86-го сбора. Там за 85-й год, по-моему, один человек играет. И все остальные 86-го. Соответственно, за старую школу играют экс-динамовцы Александр Демешко и Андрей Цеван. И, наверное, за счет такого большого опыта и то, что ребята продолжают играть, точнее уже тренировать в большом футболе, за счет этого и выигрывают. Турнир в первую очередь посвящен двум, я считаю, легендарным личностям города Бреста, которые в свое время играли за Динамо Брест, которые немало дали брестскому футболу воспитанников. Это Василич Павлючик, Телипко, которые в этом году ушли от нас в связи с болезнью. Поэтому в первую очередь посвящается этим людям турнир, потому что таких людей нужно помнить. Так, старая школа, как говорится, опытные парни. Демешко, Цеван, Демидович против молодых ребят. Один из них
действующий еще игрок Павел Сидько, выступающий за Брестское «Динамо» в сезоне 2020. Где в следующий год продолжит, пока неизвестно, но один из выпускников Дюшор 5. Так, здесь на втором поле по нулям, 93-94 годы рождения. Некоторые представители из обеих команд еще действующие игроки. Действующие игроки вышки большого футбола. Здесь не у всех карьера закончена, и многие продолжили еще футбол большой. Оп. Удар. И есть. Сидько Артем Иванович, фамилия, имя, отчество. В футбол попал в 8 лет. Привела мама. И как сейчас складывается твоя вообще футбольная карьера на сегодняшний день? И какие цвета представляешь вообще? Может, где-то играешь в какой-то лиге? Буцор играю. Дюшбуш Буцор играю. Какие планы на будущее? Ну, добиться успеха. Хочу попасть в футбол. Дальше пробиться. В какую команду планируешь попасть вообще в будущем? В будущем хотелось бы в Европу, конечно же. Ну, не знаю, ну за границу хотя бы. За границу, да? И еще один сейв. Ой-ой-ой. И 2-2 на табло между командами 93-94 года рождения, так что это небольшое дерби, закончилось ничего. Очень интересный будет турнирная таблица у них. Мы отправляемся за эмоциями на третье поле, посмотрим, кто там будет из представителей сейчас играть. Привет. Вот Евгений Хлопотский, попал в футбол в 6 лет, первый тренер Щегрякович Сергей Михайлович, он сейчас директор Дюшора. Вот. После этого пришел в Дюшор, я занимался в школе, где учился у Щегряковича, потом пришел к Новаку Анатолий Васильевич и в Гриб Сергей Дмитриевич. Вот. После этого выпустился, играл за Динамо Брест, Жодина, и сейчас Витебск этот сезон. Бой Каневега. Первый тренер бой Горбач Николай Николаевич. В футбол пришел в 7 лет. Ну как, получается, Горбач тренер. Пришел сначала, занимался у Юрия Ивановича Коночкина, потому что тогда не было еще моего года, тренировался с ребятами на год старше, а потом, когда уже пошел набор 95-го года, и меня забрали в 95-й год, уже со своими ровесниками начал заниматься. В этом году играл за нашу брестскую, можно назвать, команду «Динамо» 1960 «Малорита» со всеми брестскими ребятами. Довелось поиграть и за брестские команды «Динамо» Брест, Рух, был в «Волне» Финской тоже, можно сказать, в команде Брестской области. В целом нормально. Отпуск, как бы, отдыхаю, а по январю будет видно, как дальше. Ну а здесь, на первом поле. На первом поле за 89 год забивает и открывает счет в этом матче, в этом поединке против Old Boys. Кирилл Кудей. Так, здесь. Ух. Три-три. Третья игра, которая началась в 13:00. И 89 год забивает второй мяч. А сейчас представители All Boys будут бить пенальти. Сильнейший плотный удар в створ ворот с пенальти. Забивает
Всем привет, меня зовут Влад Морозов, я попал в футбол в 6 лет. Первый тренер мой был Тилипко Александр Иванович. Благодаря ему я начал играть вообще в футбол. Это мой первый тренер. Еще неизвестно, что будет вообще с каждым футболистом в мире, не то что в Руси. Так что будем надеяться на лучшее, а если собственные цели, то это постепенно расти как футболист. На втором поле играет представитель 95-98 года рождения. И гол забит. Гол забит. И Борис Коневега открывает, точнее, Борис Коневега забивает второй мяч уже в ворота представителей 98 года рождения. Джимеха еще в порядке. Самук Родион, вот, я вратарь позиции. Первый тренер Руденко пришел в Душор, занимался, в принципе, воспитанием Бреста, всегда Брестского Душора номер 5. Занимался, потом попал в дубль к Олегу Ивановичу Королю на то время. Вот. Потом, да, в то время еще главной командой руководил Юрий Иосифович Кунтус. Он меня потянул в главной команде, сыграл, по-моему, там что-то 4-5 игр всего. Вот. Ну, в том возрасте 20 лет, как бы, это нормально уже, почувствовал, что к чему. Хотя было волнение, конечно, чуть. Потом была первая лига и разные команды, и за выход боролись, и средняя. Последний год провел в Родинском торпедо. Здесь люди очень хорошие собрались, благодаря вам. Многие выросли, видели вас вторых отцов. Поэтому, ребят, давайте поаплодируем и подойдем, и каждый там, кто-то с команды своему тренеру вручит маленький сувенир. А у вас будет так. Вот мы с первого места вышли. С первого места Так, кого сегодня тренеров нету, мы обязательно передадим. И у нас вот такая штука, это подарок Цору, это такая штука играть в теннисбол, чтобы ребята не ставили там всякие палки, фишки и так далее. Ну, в общем, Анатолий Васильевич, наверное, за главное все. Ну, в принципе, официальная часть, наверное, закончена. Сейчас начнутся веселые конкурсы. Первый конкурс у нас желающий. Давайте, у нас жонглирование туалетной бумагой. Кто будет прожонглировать? Это известный челлендж в этом году. Давайте, мужички. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Браво, Сережа! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще поаплодируем, Курчик, красавец! Готов? Поехали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Еще поаплодируем гонщику, молодец, да.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30. Ой-ой-ой! Короче, 40. Браво! Так, мужики, следующий конкурс. Есть победитель. Поздравляю, вот самые четкие пары. Так, мужики, давай, ладно, заключительный конкурс один, давай, по очереди. Поехали, пас. Даем. Паша, давай, да что хочешь, кричите, Новый год, придумайте что-нибудь, ну. Паша, ты не Неплохо, Паша. Этот приз я бы хотел от лица руководства нашего центра поблагодарить вас за хороший подарок, пожелать вам всем удачи в новом году, тем, кто еще играет, меньше травм и больше побед, те, кто уже занимается другой трудовой деятельностью, успехов на работе, успехов в семье, чтобы вы были всегда любимы, чтобы вы любили и вас любили. Ребят, спасибо, с наступающим Новым годом. И от всего, еще раз повторяю, руководства тренерского коллектива, спасибо большое за тот подарок, который вы нам подарили. Ну и, конечно, мы сегодня все вспомнили все прекрасные моменты, которые были у нас связаны с вами. Успехов вам, будьте здоровы, всего самого наилучшего. Ну и, конечно, вручу этот приз, который Леша заслужил. Всем привет, меня зовут Руслан. Попал я в футбол, пригласили меня еще, когда учился в 37-й школе, с первого класса, 6 лет. Первый тренер у меня Говорко Александр Николаевич. Ну, в целом, я скажу, карьера у меня сложилась довольно-таки хорошо. Играл в академии Брестского Динамо, был выпускником из Дешора 5-го. Ну, что я могу сказать. Доиграл сейчас сезон этот в дублирующем составе Руха. Заняли 7-е место. Довольно-таки для первого сезона я считаю, что это хорошо мы закончили. Конечно, могли выше забраться, ну, как сложилось. Ну, конечно, бы хотелось попробовать себя в начале, попробовать в первую лигу, зарекомендовать себя в какую-нибудь команду, которая там, не знаю, задачи ставит. Ну, пробовать себя по Беларуси, а там как уже сложится. Итак, идет середина турнира, уже после всех конкурсов банда Демешки идет в атаку. И 92-й год играет против 85-6. Ну а здесь представители Old Boys и, видимо, 2001 год. Представители 85-6 года рождения ведут 2-0. Последний бой этого вечера, финал между представителями команд All. Кирилл Кудей меня зовут, я попал в футбол
Пришел в ЦОР, наверное, бывший, ну, раньше ЗШОР называлось. Вот. Играл до этого во дворе, пришел в ЗШОР, там, ну, сначала занимался у отца своего, потом попал уже, пришел к своему году рождения, там Руденко. Ну, сейчас профессионально не играю, в мини-футбол поиграли мы недавно чуть-чуть. Так, играл в мини-футбол после большого футбола, потом, ну, сейчас занимаюсь, тренирую команду первого региона, ну, на любительском, вторая лига. Пытаемся снова вернуться на профессиональный уровень. Турнир выпускников брестского футбола, мы собираемся уже 3-й год, собираем, грубо говоря, ребята сбрасываются деньгами, сбрасываются какие-то вещи канцелярские, покупают на благотворительность. Это главная цель этого турнира, можно сказать. В этом году год не очень тяжелый, печальный, можно сказать. В этом году самая главная цель также была помянуть, можно сказать, хороших людей, которые вложили очень много в футбол. Это Александр Иванович Селипко, Василий Владимирович Павлючик, Ващанка Игорь Костин. Они для брестского футбола очень много сделали, мини-футбола. Вот. Мы собрались, можно сказать, почтили их память и хорошо поиграли в футбол, подвигались, увиделись с друзьями, которые, ну, видимся не так часто, понятно, приятно. Думаю, эту роль завоюет Владислав Шибович, представитель Брестского Руха на сегодняшний день, который играл сезон 2020 в Микошевичах. Мяч. Забьют ли представители одной либо другой команды на последней минутке или нет, неизвестно, но это крутой финал. Может быть, будет и серия пенальти. На табло по нулям, соответственно, представители команд Old Boys и 89-го года рождения завершают финальную часть этого турнира. И будет серия пенальти. Лучший вратарь турнира. Ну, мужики, извините, там, 3-0. Разик. Лучший полузащитник турнира. Влад Шибович. Лучший напад турнира Мороз. Специальным призом хотелось бы отметить, наверное, самых ветеранов турнира. Толик, это вам, я не знаю, надо может как-нибудь. Спасибо, что вы все-таки дошли. Третье место. Команда 85-86 года. Дед Мороз.
Также третье место, команда 96-го года. Ромчик, давай, выскочи. Молодцы, мужики, боролись до последнего, пока наносили нас в первый кафе в финале. Не повезло. Но у нас два главных приза. Этот утешительный серебряный Дед Мороз, снеговичок, к сожалению, 89-й год. Печально, ребят. Давайте соберемся на будущее. Давай, Пашка. Раз, два, три, что такое, иди туда. Давай, давай. Приготовились. На этом турнир, можно сказать, закончен. Всем спасибо. Итак, и вот на такой ноте заканчивается у нас весь футбольный турнир. Конечно же, представители всех годов, которые выступали, играли достойно, честно, победил сильнейший. Поздравляем команду All Boys с интересным названием. Ну и, конечно же, всех ребят благодарим за этот замечательный моментик, за момент жизни, который позволяет делать добро и играть в футбол. То есть ребята играют в любимую игру, тем самым дополнительно помогает ребятам из разных приютов канцелярскими товарами, еще чем-то скидываются. Соответственно, вот такие вот вещи, добрые дела. Если хотите больше такого интересного контента с таких турниров, если хотите много такого интересного контента, тоже про футбол, конечно же, акцент на этом делаем. Ну и про добрые дела. Тогда оставляйте комментарии, что бы вы хотели увидеть на канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пальчик вверх. Всех буду рад видеть в комментариях, конечно же. Вот, пообсуждаем какие-нибудь ситуации, моментики. Также, пожалуйста, буду рад, если подскажете, где что подправить для канала, потому что мы только вместе делаем этот канал. И благодаря вам я вижу со стороны свои ошибки. Спасибо. До новых встреч.